Ассаламу алейкум. Добрый день, приветствую всех. Сегодня я вам обращаюсь за помощью. Мой друг Иса Цицкулаев, ветеран войны, по вине французских врачей вот уже 9 лет находится в инвалидном кресле. После химиотерапии и многочисленных пункций, проведенных без его согласия, он испытывает невыносимые боли. Для этих врачей он стал подопытным пациентом. Они преследовали свои алчные цели, и теперь французские врачи отказывают ему в лечении. У нас осталась последняя надежда. Последняя надежда на врачей Германии. Для этого нужны средства. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Так, как обычно. Так. Ассаламу алейкум. Они преследовали свои алчные цели, и теперь французские врачи отказывают ему в лечении. У нас осталось... Так. Значит, я был в эфире. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Добрый вечер. Рад всех приветствовать. Я был в эфире. Так, хорошо. Так. Хамзат Гилаев, Рязанский след, Неуловимый Джо, Чеченский след, точнее, Ури, Мухаммад Валеженин, них, наверное. Оборг, все пройдет. Мас Серга Саламашал, ну марш довы. Нет, это был не щенок, это был кот, которого я думал успею вывести и думал, что я включил эфир. Ну, оказывается, я был в эфире, короче говоря. Так, Хамзат, ва алейкум ассалам, шаявега машволь. Так. Да, сколесполился с котом, на самом деле, да. Все тайное становится явным. Ну, бойся, кот дуем, хайр масана. Так. И сегодня мы будем обсуждать тему, очень важную тему, взрывы домов, нашу постоянную тему, взрывы домов 99-го года, которые послужили прологом для начала Второй русско-чеченской войны. Русские, обвинив нас в этом, напали и убили в общей сложности за две русско-чеченской войны 300 тысяч, около 300 тысяч наших граждан, среди которых 42 тысячи детей. Поэтому мы каждую личность постараемся отдельно обсуждать, рассказывать про их геройство, про их заслуги в кавычках, да, геройство в кавычках. Поэтому сегодня настало время обсудить самого главного, одного из самых главных, наверное, самого главного террориста, фашиста Патрушева. Николая Патрушева. Итак, кстати говоря, камера у нас глюкнулась, поэтому пока будет качество изображения, вот пока такое, с камерой, которая есть на планшете. Ну ничего, все наладится.
Мне понравилось, как Мило говорил за эту рожу Патрушева. Да, Мило говорил за эту рожу. Кстати говоря, вернемся к Милову. Тоже стоит отметить, что сказал человек. Ну, единственное, конечно, очень хорошо, что эти люди начали говорить об этом. Но они начали об этом говорить только, знаете, как собака, которая держит нос по ветру. Только когда вот реально уже там Пивоваров об этом заговорил, уже откуда ли ветер дует, да, может поэтому начинать. Но надо вспомнить, что Милов человек, который себя позиционирует политиком, там, каким-то чиновником и так далее, за все это время мы не слышали от Милова об этих взрывах. Более того, мы не слышали от Милова, чтобы хотя бы не убивали людей, да, чтобы хотя бы не взрывали, не бомбили людей, которые не виноваты. Да? Не то, что люди не виноваты, даже вообще ни один представитель этих людей не имеет никакого отношения к убийству вот этих русских женщин и детей. Но вот как получилось, так получилось. Так, сейчас смотрите, я вас переключу. Надеюсь, сейчас точно получится переключиться. Вот так мы себя поместим. Недалеко, чтобы было. Или так, можно так. Сейчас, одну минутку. Навальный лайв у себя на сайте задал вопрос. И Милов об этом рассказывает. Как вы думаете, могут ли российские спецслужбы стоять за взрывами жилых домов в Москве в сентябре 1999 года? И 87%, практически 88%, практически 90% проголосовали за то, что да, могут. Но обратите внимание, за 12 часов голосов отдали 736 человек. Ну, это в Твиттере, конечно, но у Навального там чуть ли не миллион, по-моему, подписчиков, там огромное количество подписчиков. И все равно, несмотря на это, голосов отдали только 736 человек проголосовало. Сейчас я посмотрю, сколько. 2 миллиона 30 тысяч у Навального подписчиков. Но несмотря на это, проголосовало 736 человек. 736 человек. Это ни о чем. В принципе, это очень похоже на вот дутую популярность Навального. Навальный фашист. Что бы ни говорили, да, как бы что ни говорили, поддержки у Навального, который не может существовать в России, не может, независимая вот эта оппозиция, она не может существовать, если и вы не можете существовать, если вас там не сажают, не преследуют там и так далее. За меньшее, что делает Навальный, людей сажают, убивают. Например, того же Бориса Стамахина можно взять, можно много кого там взять на примере, да, которых сажают, убивают, пытают и так далее. Ну, давайте пойдем дальше. Давайте послушаем, что говорит Милов, и потом потихоньку вернемся. Потому что мне есть здесь что сказать. Дело в том, что я... Заметьте, Милову есть здесь что сказать. Политику Милову, человеку, который себя позиционирует как чиновником высшим, есть сказать только через 20 лет об этом есть. Называть Владимира Путина президентом, это не мешало ему, да, будучи политиком, там, каким-то российским гражданином.
имеющие там связи какие-то, возможности, да, в конце концов, которые не имели мы, чеченцы, которых сразу же можно было обвинить в пособничестве в терроризме и так далее, и там упрятать далеко и надолго. Ну вот теперь Милову есть что сказать. Давайте послушаем, что говорит господин Милов. Вот в августе-сентябре 99 года я был федеральным чиновником среднего звена. Внимание. Я был начальником управления Федеральной энергетической комиссии. Это орган власти, который регулировал РАО ЕС, Газпром, Транснефть и другие энергетические монополии. Эти функции были несколько лет назад Путиным переданы антимонопольной службе. Так вот, мы тогда очень активно общались там, с самыми разными... Внимание, меня политик такой выдает на духу. Он 20 лет молчал, как будто этого не было. Как будто он не был на телевидении, на радио «Свобода», как будто его не приглашали, как будто он много где не бывал. И никогда Милов не говорил об этих взрывах. Он не говорил, для меня самое важное, когда убивали женщин, детей, стариков под ковровыми бомбардировками города Джохара, других населенных пунктов Чеченской Республики Ичкерия. А теперь Милов вот, оказывается, знал все. Представьте, они все знают. До сих пор работают на всяких очень высоких должностях. И мы тогда вот прям с ними все это обсуждали. Там в чем, на мой взгляд, одна штука, которая ушла из фильма Пивоварова. Дело в том, что он это в основном обсуждает в таком расследовательском ключе. Кстати, фильм очень хороший. Реально он мне понравился. Мне не все прям там вот и понравилось, и не совсем я согласен, но он классно сделан. То есть они действительно честно отработали такие все вот основные сюжетные линии, которые должны были отработать. На самом деле, конечно же, основные, да, отработаны, но далеко не все отработано, конечно же. Кроме вот одной. Вот что меня как раз не удовлетворило, то, что там практически полностью отсутствует вот весь политический контекст тех событий, которые тогда имели место. А это очень важно, потому что, на мой взгляд, это многое объясняет в том, что произошло. То есть там политический контекст подается как? Ну вот как бы война в Чечне, там, боевики чеченские напали на Дагестан, там Россия как-то должна была ответить. И вот как-то в этом всем таком, да. Это все, в общем, такие важные вещи, но второстепенные. А главная вещь на тот момент, это было просто абсолютно центральный вопрос номер один, да, в том, что через несколько месяцев в стране должны были состояться президентские выборы, и команда Ельцина по всем параметрам проигрывала эти выборы. Просто проигрывала. Когда вот он начал там метаться и 9 августа, за месяц до этих взрывов, назначил новым премьером и своим фактическим преемником Путина, понимаете, какая была проблема у Путина? И об этом не сказал Алексей Пивоваров в своем фильме. Путин был абсолютно неизбираем. Абсолютно неизбираем. Его никто не знал. Какой-то плюгавый КГБшник там. С чего он начал? Он начал с того, что фактически заявил, что вот я хочу решить проблему с террористами в Чечне. Вот, внимание, это очень важно понимать. Ну, все люди же не дураки, да? Ну, хорошо, ты заявить можешь 150 тысяч раз. А как ты будешь решать проблему с террористами в Чечне, не устроив вторую чеченскую войну? Вот это было понятно абсолютно всем. И знаете, что я вам хочу сказать? Что никто в России никакой второй чеченской войны не хотел. И продать эту тему за несколько месяцев до выборов избирателям было... Фашисты, имперцы русские, да, во что бы они ни рядились, для нас, чеченцев, остаются они такими же имперцами. Впрочем, как и для украинцев, и для грузин. И при всем при этом человек рассказывает, что начать там, вторую чеченскую войну, какие-то там боевики, террористы, он даже не рассматривает, что у нас было право, право на жить независимо. Он даже не рассматривает право, нам никогда об этом не заикался, право на
договор, подписанный в 1997 году их же страной, на что у нас было соглашение с их страной, договор о мире и принципах взаимоотношений, который был подписан между двумя президентами. Вот эти вещи они даже не обсуждают. Да, это хорошо, что затрагивается эта тема, но тема эта затрагивается, знаете, да, не будем больше его смотреть, мне он не интересен. Он там рассказывает, что вот он все знал, а представьте, он этот Милов рассказывает. Мы все знали, говорит, мы знали, что вот через 3 недели, там 2 недели начинаются там выборы, или там готовятся к выборам, что ли, там и так далее. И при всем при этом рейтинга не было, и мы знали, что будут теракты. Но теракты были. Теракты были не только ведь взрывы домов были теракты. Были взрывы домов, были взрывы, попытка взрыва электрички на мосту Яузе, да, где подорвался капитан КГБшник один. Потом взрыв троллейбуса был. Все это время шли, обратите внимание, все это время шли каждодневная вот эта пропаганда по телевизору. Чеченский след, чеченский терроризм, чеченский бандит, чеченский заложник. Чего только не рассказывали. Днем и ночью. Причем с нашей стороны практически не было никакого сопротивления этому. Мы, чеченцы, пребывали у себя в Чечне в какой-то там фрустрации, я не знаю. Не велась никакая работа в этом плане. Ну или она была очень слабая. Понимая, да, что раз нас демонизируют, то значит за этим демонизированием, расчеловечиванием пройдет уже, начнется уничтожение. Тем более было одно уже уничтожение, еле-еле выкинули их из нашей страны, да, принудили к миру их, и все равно мы как-то проявляли какую-то беспечность. Между собой какие-то там были там деление каких-то кресел, постов и так далее. Что, конечно, потом сыграло с нами злую шутку. Ну, конечно же, мы не были никакими преступниками, не были никакими людоедами, которыми нас представляла российская пропаганда. Ну вот, мы к чему пришли, к тому пришли. Короче говоря, они оживились. Вот тут меня тут спрашивал, по крайней мере, если постараюсь найти, как найти, который говорит по поводу, сейчас его прочитаю точно, его вопрос, почему они начали говорить, если вкратце сказать, не могу найти, короче. Почему начали сейчас говорить, почему Пивоваров об этом начал говорить и так далее. Ну, я не знаю, если честно, признаюсь, я не знаю, почему они об этом начали говорить, но я знаю, что мы уже год об этом говорим, трубим, говорим, и, может быть, совесть замучила, да, что я их каждый раз обзываю, какие же вы мужчины, если ваши женщины детей взрывают, а вы ничего не делаете, ну и так далее. Может быть, с этим связано, хотя, ну, не думаю, на самом деле. Но при всем при этом, хорошо, что начали говорить. И если бы эти Миловы там и другие вот эти люди, за Пивоварова не знаю, конечно, а разные политики, они, которые будут говорить, запомните, чеченцы, которые будут говорить об этих взрывах домов 99-го года и так далее, они всегда будут пытаться обойти чеченскую тему. Знаете, в 1957 году, когда нам разрешили, долго добивался Абдурахман Авторханов, который здесь жил со своими 2 товарищами, 3 человека фактически этим занимались, и нас вынуждены были вернуть с постоянного, с вечной ссылки, да, просто у нас отобрали землю, вообще, отправили. И вот, когда нас возвращали, они просто были вынуждены, из-за того, что Абдурахман Авторханов это сделал, со своими товарищами добивался, из-за того, что сменилась власть в России, да, Сталин сдох,
его подельник, соучастник всех этих массовых преступлений, массовых убийств народов СССР. Хрущев не мог взять на себя, как никто. Придет, например, сейчас он сдохнет Путин, да, на его место такой же, как Патрушев, сядет и будет говорить, во всем виноват был Путин, я вообще святой человек. Вот точно так же Хрущев во всем был виноват, а потом сказал, нет, это как бы, я к этому не причастен. И много факторов в этом сложились, и что вынуждены они были вернуть нас, разрешить нам вернуться. И самое главное, что было, конечно, то, что на Западе, там Абдурахман Ахтарханов добивался, но самое главное было то, что это было самое большое, самое кровавое преступление, совершенное советской властью против целого народа. Против народов совершались преступления. Как сейчас в России совершаются, против отдельных представителей народов совершаются, против даже всего народа совершается. Например, ингушского народа. Да, то, что сделали в 92 году, устроили геноцид им. И сейчас, вот, когда вот эта вторая русско-чеченская была, да и в первой не так сильно, но во вторую, практически геноцид ингушского народа был. И истреблялись, конкретная группа людей истреблялась. Хотя таких бомбардировок не было, как в Чечне, но очень много и в Дагестане, и особенно в Ингушетии было убито людей. И они были вынуждены. Так вот эти миловы разные, они нам не товарищи, да, потому что им плевать на права людей, на убийство их страной, да, огромного количества людей. И вот мы приходим к тому, что они будут сейчас говорить о взрывах домов, да, Путина будут всячески пытаться выставить преступником и будут пытаться обойти самое кровавое преступление Путина, Патрушева и вот этой банды. Мы должны все это прекрасно понимать, но никуда им отвертеться от этого не получится, потому что становление и вообще эти взрывы, они прямо последовали, да, причиной стали геноцида, возобновления геноцида, военных преступлений против чеченского народа. Именно стали эти взрывы в 99 году, взрывы домов. И вот Милов там рассказал, что вот он все прекрасно знал, они обсуждали даже, что вот у Путина такой рейтинг маленький, надо его чтобы поднять, сейчас будут теракты. И потом теракты начались. И все. Да, и все об этом говорили. И обратите потом внимание, я вам сейчас покажу один фильм Андрея Некрасова, именно про эти взрывы 99 года. И в этих взрывах Лужков нас пытается не называть террористами. Он говорит, это политика, Чечня политика бандитизма. Он не говорит чеченский терроризм, он говорит террор в Чечне. Вот такие вещи. Потому что они все знали, понимаете? Это не группа Путина, да, непосредственно исполнителями, организаторами, подстрекателями, пособниками была маленькая группа КГБшников, ФСБшников. Это Путин, Патрушев, Рушайло, Зданович, кто там еще, Шойгу, вот эти преступники. Но при всем при этом, руководство, особенно в Москве, практически все знали, что за этим стоят длинные уши КГБ. Особенно после рязанских учений. Березовский об этом знал. Илларионов Андрей об этом слышал и знал. И все другие люди тоже об этом знали. Но они не встали, как это сделал Щекочихин, как это сделал Головин, как это сделала Анна Политковская, как это сделал Александр Литвиненко. Они не встали на дыбы и сказали: стоп, господа, нет, так не пойдет. Ну, давайте по порядку. Сейчас давайте я прочитаю ваши сообщения.
немножко, чтобы оживить наше общение. И мы переходим к фильму Александра Некрасова «Недоверие» 2004 года, этот фильм. И сейчас вот перейдем, давайте я гляну на ваше сообщение. Так, давайте. Если бы я жил в России, то я был бы и террористом, и экстремистом, и фашистом вместе взятым. 3 в одном. Да, лунный свет, но то ты прожил бы очень недолго. Ну, можно же уехать, можно же как-то бороться, что-то делать. Ну, нет, не боролись. И если бы в начале, когда они... Бортников тоже говорит, Хожа Хожбеков, Бортников тоже сам, Бортников из архивариус, их архивариус. Ну, может быть, я слышал, Бортников просто исполнитель такой, хороший исполнитель, выполняет задания. Ну, не знаю, их хитросплетение не разберешься. Вообще, когда в Чечне война начиналась, да, ситуация произошла следующая. Они создали оперативный штаб. Да, это туда входил главнокомандующий Путина, все это подчинялось Патрушеву. Да. В Чечне был создан РОШ, региональный оперативный штаб. И подчинялись непосредственно вот Патрушеву, вот непосредственно киллера, вот эти массовые убийцы, военные преступники, вот они подчинялись Патрушеву. И наравне с Путиным, врагом чеченского народа, является Патрушев. Патрушев, у которого 2 сына, один в нефтяной отрасли, другой министр сельского хозяйства. И владеет банком и так далее. Но это потом поговорим. Так, Хамзат говорит, Аса, я тебе в прошлом твоем стриме писал, что все эти россиянские журналюшки будут говорить об этом, опережать друг друга, как только почувствуют конец Путлера. Вот увидишь. Ну, я думаю, да, они так думают, что да, конечно, ты прав. И что, ну, давайте тогда перейдем к фильму, самому фильму. Фильм очень интересный. Фильм Андрея, еще раз напоминаю, имя режиссера, Андрея Некрасова. Фильм «Недоверие» называется, 2004 года. Я думаю, вам понравится. Здесь вы встретите много лиц, которых вы ранее видели, знаете. Ну, давайте с нашими комментариями, как обычно, начнем. Бисмиллахи рахмани рахим. Дель шидва. Давай быстрее, генерал. Это взрыв печатника. Дом, это первый взрыв в Москве, 8 сентября. Джефф нашел наш адрес. Скажите, как звук, если что. Он залез в интернет и нашел наши имена, адрес, телефон. Так что он смог позвонить. И он сказал, послушайте, Алена, она... Напоминаю вообще сюжет фильма, чтобы было понятно. Документального фильма. Это 2 сестры. Одна сестра живет в Америке, вторая сестра живет в Москве с мамой. И вторая сестра попадает под этот взрыв, попадает, оказывается, в доме во время взрыва, где погибает ее молодой человек и ее мама. Это у младшей, вот сейчас у себя на экране вы видите старшую сестру, которая живет в Америке, а та младшая живет в Москве со своей мамой. И вот они погибают. И вот эта сестра старшая хочет узнать, кто убил ее маму,
кто эти нелюди, как Путин назвал их, бешеные звери. Если это звери, то это бешеные звери, он сказал. Вот она хочет выяснить, кто эти люди, которые убили ее маму и совершили этот ужасный террористический акт. Она прилетает в Россию, там, находит свою сестру, которая чудом выжила после этого взрыва. И вот об этом нам повествует, рассказывает Андрей Некрасов в своей профессиональной, отличной манере, как обычно, в принципе. Новых друзей. Позвоните ей, пожалуйста, по этому номеру. А я говорю, это что, розыгрыш? Или что-то случилось? Почему? Что она там делает? А он говорит, да, что-то случилось. Я уже спал, и вдруг среди ночи мне звонит продюсер CNN, Райан Шелкоут, и говорит, дом взорвался, и нужно туда ехать. Я бегом в офис, схватил всю свою аппаратуру, и мы выехали. И я сначала думал, это газ взорвался или что-то вроде. Ничего особенного. Приехали туда, и я просто потрясен был тем, что мы там увидели. Невероятное зрелище. Такая большая девятиэтажка и огромная дыра в самой середине. Я не слышала даже звука взрыва. У меня была контузия, как мне сказали врачи. И потом, когда я разговаривала со специалистами по взрывам, они сказали, что человек, находящийся в эпицентре взрыва, не слышит взрыва самого. Взрывная волна уходит дальше, тогда уже и звук появляется. Было много людей, знаете, таких потерянных. Многие плакали в глубоком шоке. И я помню, знаете, такое чувство, вроде, что же здесь произошло? Я кричала его, Сергей, я кричала его маму, Галину. Никто не отзывался, и я думала, я схожу с ума. Где же все? Я знаю, что они все дома. Знала, что его мама легла спать или просто была у себя в комнате. И вдруг все пропали. Был вакуум. Я чувствовала себя, как я была под водой. Пол накренился, что-то начало падать из-за вот этого крена. И я сама упала, я была сдавлена шкафом. Я только видела, что я могу смотреть сквозь здание, в котором я жила 23 года. И там было просто пространство, я могла видеть другое здание, находящееся рядом. И я знала, что в этом пространстве должна была быть моя мама. Эта девушка, мы, должно быть, прошли мимо нее. Она побежала за нами. И понимаете, мне показалось, она говорит, послушайте, послушайте. Она по-английски это говорила. И стала нам объяснять, что у нее от взрыва погибла мать и друг, и что у нее в Москве никого больше нет. Наверное, она услышала, что мы говорим по-английски, сказала, что ее сестра Татьяна живет в Милуоке, и она попросила нас позвонить сестре Татьяне и сообщить, что случилось. К нам, журналистам, вообще часто обращаются. У каждого есть о чем рассказать, есть на что пожаловаться. Это был не тот случай. От 64 квартир осталось несколько оконных рам. Джилл Дороти, CNN, Москва. Она просто сказала, Таня, ты не поверишь. Знаешь, мамы нет. Нашего дома нет. А я говорю, ты что? Что это за шутки? Она давай кричать на меня, мама наша погибла. И я подумала, наверное, газ. Я как-то сразу в это поверила.
Потому что мне казалось, какой же террорист на такое способен? Да кто вообще на такое способен убить спящих людей, детей? Это просто бесчеловечно. Я никогда бы не подумала, что люди могут такое делать с другими людьми. Гексоген – сильное взрывчатое вещество. Почти сразу стали говорить, что это были чеченцы. Тогда я верила на все 100%, что это было устроено чеченцами. Потому что все об этом говорили, от этого нельзя было уйти. Посмотрите, в метро ходят вот эти... Я сегодня на остановке стоял, на Алтуйском шоссе. Там столько этих, похожих на эти... Спецслужбы Вот сейчас обратите внимание, что скажет Лужков. ФСБ сразу примчались на место происшествия. Я в России прожил 2 года, и ни разу за это время я себя не чувствовал, знаете, в полной безопасности. Всегда вроде как не свой, посторонний. И не потому, что я американский гражданин, а больше из-за своего цвета кожи. Вот идешь по улице, и милиционер может подойти и ни с того ни с сего документы затребовать. Я когда говорил, что приехал? Куда приехал? Собирайся. Кто квартиру выходит? Вместе с детьми террористы забирают. Мне показалось, что после взрыва Можно объяснить, да, если, допустим, это сделали чеченцы, и вот да, это, конечно, никак не укладывается в демократические принципы, там, справедливость, равенство, там, граждане России все равны перед законом и так далее. И национальность не имеет, там, преступность не имеет национальности и так далее. Конечно, это никуда, ни в какие рамки не лезет, но можно объяснить, если это сделали чеченцы, кто-нибудь из чеченцев. Вот сидит какая-нибудь там группа в Чечне, да, которая вот не хочет убивать женщин, детей, стариков. Но они не взрывали эти дома, хотя реально это легко сделать. Да? Грузовик заложил взрывчатку, подъехал, поставил на таймер и уехал, да, и взорвал грузовик. 1, 2, 3, 10. Взрывай. Что здесь такого? Из Чечни пригоняете грузовики и взрывай, да. Но они не взрывали ни до этого, ни после, и не взяли на себя ответственность, да, за эти взрывы. И все, самое главное, знали, все прекрасно, особенно после рязанских учений. Ладно, в начале так называемых рязанских учений. В начале, допустим, взяли, да, кого-то, предполагая, что вот это сделали чеченцы. Проверяют, досматривают, ставят на учет, там еще как-то там ведут какую-то там войну, борьбу свою. Но, когда после рязанских учений это все продолжалось, ничего не закончилось. домов появилось больше враждебности по отношению ко всем более смуглым людям. Сегодня бандитизм – это, я бы сказал, главная политика Чечни. Заметили? Он сказал бандитизм. Бандитизм – это совершение преступления, вооруженное преступление там, с целью, бандой, с целью там, наживы, для материального обогащения. Здесь классический террористический акт. На месте террористического акта Лужков говорит, что это был бандитизм, что у Чечни это политика бандитизма. Он связывает теракт с чеченцами, но чтобы его не привлекли за это, называет это бандитизмом. Потому что как бы захват заложников, бандитизм в Чечне, да, он идет там, расцветает, об этом говорят там и так далее. И в какой-то степени это было правдой. Даже некоторые наши заслуживающие уважения командиры не брезговали заниматься такими непристойными вещами. Но при всем при этом Лужков, стоя на месте произведенного террористического акта, говорит о бандитизме. Совпадение? Я не думаю. Они все знали, прекрасно знали.
Даже до рязанских учений они об этом знали. Так, давайте на этом мы прервемся. Сейчас я вам... Сегодня мы будем обсуждать Патрушева, Николая Патрушева. Хожа Хожбеков говорит, Асан, почему международное сообщество не затребовало доказательств, что виновата Ичкерия, которой Россия требовала и требует от США и так далее. Об этом мы говорили много раз, да, за много месяцев той пропаганды, там, после Первой русско-чеченской войны сразу же началась подготовка ко Второй русско-чеченской войне, и была очень сильная пропаганда. Потом вы в этом же фильме «Недоверие» увидите, как с Путиным обнимаются, начиная от Буша, Джорджа Буша-младшего, Тони Блэра, Герхарда Шрёдера, Сильвио Берлускони. Вот это все людей, которые по факту закрыли на это глаза. И сказали, ну ладно, хотя информация стопроцентно, конечно же, у них была. Я, когда общался с Дэвидом Саттером, на этом канале есть это интервью, где мы говорим с Дэвидом Саттером, и он говорит, что он делал запрос в свои спецслужбы и говорил, какую информацию вы владеете, какой информацией вы владеете по взрывам домов. И дайте какую-нибудь информацию по этому поводу. Они как бы не дают информацию, но имеют ее. И, конечно же, имели информацию, и я не знаю, для чего это делать. Может быть, что-то было выше на тот период времени у конкретных политиков или еще у кого-то, или у государства. Может быть, еще что-то там. Я не знаю всех деталей. Но я знаю, что если эти взрывы 99-го года не расследовать, не разобраться вот этим во всем, совсем, то мир, не просто Россия, черт с ней, весь мир не может дальше двигаться. Все, не можете вы дальше двигаться, вы не можете общаться с русскими, вообще вы говорить о правах человека, о каких-то там принципах гуманности, гуманизме. Об этом вообще можно забыть напрочь. Если же это не будет разобрано просто по камушкам, по детально, каждый случай, каждый момент не будут учтены. Ну ладно, давайте дальше посмотрим к этому фильму и дальше послушаем. Естественного университета. Замечательная новая книга члена Совета университета Дэвида Саттера «Тьма на рассвете». Совершенно поразительная книга, как мы вскоре узнаем. В конце вечера ее можно купить и подписать у автора. Общеизвестно, что первым человеком, который позвонил президенту Бушу после теракта 11 сентября, был Владимир Путин, который выразил соболезнования США, всему американскому народу и американскому правительству. Он также подчеркнул, что Россия тоже была жертвой террора и как никто понимает, каково сейчас Соединенным Штатам. Это были очень благородные чувства, и они получили живой отклик в нашей стране. Многие были тронуты тем, что глава когда-то враждебного нам государства проявил такие вот чувства по отношению к американскому народу и американскому обществу. Но тогда не возникал тот вопрос, который все чаще и чаще, хотя, возможно, все еще недостаточно настойчиво, задается сегодня и заключается в том, что если тот самый теракт, от которого пострадала Россия, вовсе не был делом рук обычных террористов. Почему же такое варварство могло произойти в России? Обратимся к процессу демократизации в России, который был процессом эпическим. Самая масштабная передача собственности в истории. Это самый важный момент, на который обратил внимание Андрей Некрасов, и именно об этом и речь. Самое большое перераспределение тех богатств, которые были накоплены нашими отцами и дедами на протяжении 70 лет во время вот этого коммунистического рабства, когда ничего людям не принадлежало, и все люди, все 200 миллионов или там 100, 200, 250 миллионов,
трудились на государство. Большая часть, конечно, была потрачена на вооружение там, и так далее. Но при всем при этом были построены заводы. Многие были, конечно же, заводы украдены у других народов, которые завоевывались, захватывались. И шло перераспределение средств. И вот этот золотой телец, который Путину и Патрушеву с его бандой скружил голову, он был, наверное, самой главной причиной, самым главным мотиватором, который двигал вот этих бандитов. Ни о каком величии России, ни о каком там спасении русского народа там, и так далее, и так далее. Близко даже речи не было. Как ее сейчас, и как ее нет и сейчас вот этих целей. Больших, высоких таких, благородных. Нет, только захват средств. И самое лучшее это было объявить нас, чеченцев, террористами, напасть на нас и отвлечь русский народ от всех проблем, чтобы захватить власть, чтобы бесконтрольно грабить эту страну. Казалось, будто кучка нечистых на руку чиновников присвоила себе богатство, созданное совместными усилиями всего населения. Однако день расплаты наконец настал в 1998-м. Нынешний кризис тоже разразился не вдруг. В таком виде государственный долг мы сегодня обслуживать не можем. Если он знал и не сказал об этом. До полного хаоса один шаг. России реально угрожают товарный дефицит и социальные взрывы. Не смогут балансировать свои обязательства. Но как это объяснить вкладчикам, которым теперь непонятно, кому с сегодняшнего дня предъявлять свои претензии? Так, взять и отнять деньги. Сегодня назревает бунт. Никуда не уйду. Не уйду. После попытки импичмента, которая чуть не увенчалась успехом, но в конечном итоге провалилась, Борис Ельцин был вынужден согласиться на назначение премьер-министром Евгения Примакова. Евгений Примаков отнюдь не питал дружеских чувств к Соединенным Штатам. Спасибо, господин государственный секретарь. Тем не менее, у Примакова была таки одна подкупающая черта. Он не был продажным, и он был решительно настроен на то, чтобы начать расследование истоков ряда неправедно нажитых состояний. Будут жесткие меры, которые тоже будут предприняты. Таким образом, процесс пошел. Им руководил Юрий Скуратов, в то время генеральный прокурор, который и организовал сравнительно тщательное расследование. Никакой компанейщины в деле борьбы с коррупцией не приемлю. Скуратов заявил, что на каждого члена правительства можно заводить уголовное дело. И я думаю, он говорил правду. И не только говорил, но и на самом деле завел дела против наиболее коррумпированных членов семьи и даже, возможно, против самого Ельцина. В ситуации было два выхода. Достойный, то есть юридический, и скандальный. Однако Скуратова засняли в сауне с двумя девушками в процессе полового акта. И показали эту пленку на российском телевидении в телевизионный час пик. После этого с помощью разнообразных сложных маневров Скуратова убрали. А разработал и осуществил эту операцию малоизвестный в ту пору директор ФСБ по имени Владимир Путин. Никто о нем даже и не слышал в то время. Мое мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Популярность Ельцина тогда упала до 2%. А объяснялось, что при любом опросе общественного мнения 6% населения вообще не понимает вопроса. Поэтому были серьезные сомнения в том, поддерживает ли Ельцина в России хоть кто-нибудь.
Аналогичный опрос общественного мнения показал, что только что назначенный премьер-министром после блестящей операции против Скуратова Владимир Путин пользуется поддержкой всего 2% населения. Я в то время был в Москве. Говорили, будто в российском руководстве началась паника по поводу того, что может с ними случиться. Начали ходить слухи, весьма зловещие, о том, что можно ожидать терактов, и что в них кого-нибудь обвинят, и что ими воспользуются либо для объявления чрезвычайного положения, либо для чего-нибудь еще. Дома взорвались глубокой ночью, чтобы убить как можно больше людей и запугать всю страну. Руководство заявило, что имеется чеченский след. Не доказательство причастности чеченцев, не наличие чеченской бомбы, а именно след. Крайне маловероятно, что без войны тогдашние правители России смогли бы удержать власть. После взрывов, которые, казалось, были направлены против самого народа России, страна сплотилась. Новая война в Чечне получила всенародную поддержку, и поначалу эта война действительно принесла кое-какие успехи. Контртеррористическая операция в Чечне идет по нарастающей. Действия авиации и артиллерии набирают максимальные обороты. Военные говорят, что сейчас их никто не остановит. И рейтинг популярности когда-то безвестного главы ФСБ Путина возрос до небывалых высот. И потом мне расскажите, что русский народ к этому не имеет отношения. Хотя была пропаганда. Было оболванено простое население. Это было, это факт. И, конечно же, это смягчающее обстоятельство. Но взять того же Милова, взять других чиновников и людей, которые более-менее понимали ситуацию, конечно, прекрасно все знали, что мы в этом не виноваты. Но мы были оболганы, мы были разбиты послевоенное время, там работала агентура, которая продолжает здесь до сих пор сейчас работать, тут в Европе работает. Тут в Европе работает агентура ГРУ, ФСБ и ничего. Владимир Владимирович Путин. И не было бы никогда никаких вопросов по поводу такого развития событий, какими бы странными они ни казались, не допусти кто-то одной единственной ошибки. Вечером в среду жильцы 77-квартирного жилого дома в одном из спальных микрорайонов Рязани сообщили на ближайший пост милиции, что возле подъезда стоит подозрительная машина. Прибывший наряд обнаружил в подвале 3 мешка. Предварительный анализ дал положительную реакцию на гексоген. В подвал одного из домов в Рязани было заложено взрывное устройство. Террористов, увы, заметили. И один сообразительный жилец рязанской многоэтажки вызвал милицию. Поскольку я не встречала этих милиционеров, когда выходила на улицу, первоначальных реакций была как обычно, поскольку звонков в городе было много от всяких бабушек и бдительных других граждан по поводу любого мешка. И когда они спустились в подвал, и когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое. Когда они увидели взрывное устройство с детонатором и часовым механизмом, которое было подсоединено к несущим опорам здания, то выбежали оттуда, эвакуировали жильцов этого и соседних домов, а потом и весь район. Когда нас вывели где-то без 10-10, начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все другие все эти случаи, естественно,
Вы скакали в тапочках и в халатах. В течение всего сегодняшнего дня рязанские правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Искали террористов, которые вчера вечером заложили мощное взрывное устройство в подвал дома 14/16 по улице Новоселов. На выездах из города милицейские кордоны были усилены сотрудниками других силовых ведомств, в частности таможенного управления и десантниками. Однако пока проверки на дорогах результатов не принесли. По всей видимости, террористы скрылись из города сразу. Прошедший 24 сентября расширенной коллегией МВД министр Владимир Рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в Рязани. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Вскоре, когда весь город уже находился на осадном положении, вокзалы заблокированы, аэропорт закрыт, кто-то кому-то позвонил из телефона-автомата. А не в меру бдительная телефонистка решила этот разговор подслушать. Дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. Вот это тот разговор, который послужил, дал возможность задержать этих террористов. Кстати говоря, очень хорошо характеризует, чем занимаются телефонисты в каждом регионе России, да? Чем занимаются люди, которые работают в разных отраслях связи. Они прослушивают людей. Это хорошо бы знать. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани. Везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один террорист. Местная милиция, которая была не в курсе дела, определила номер телефона, думая, что получит номер чеченских террористов, организаторов взрыва. К их удивлению оказалось, что номер на самом деле принадлежит ФСБ. Вскоре все три виновника в этом были арестованы и предъявили документы сотрудников ФСБ. ФСБ немедленно вмешалась и затребовала их освобождения. К тому времени стало ясно, что отмолчаться ФСБ уже не удастся, что им придется дать этому какое-то объяснение. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Да, не совсем четко сработали. Да, посмотрите на эту рожу. Не совсем четко сработали. Не довели дело до конца. Да. И почему-то он вспоминает про сахар. Да, первое, видимо, что в голову взбрело. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы... Как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя? Да, здесь столько ляпов, и кому-то хватает наглости, да, это еще опровергать такой пропагандонши Латыниной, которая заявляет, что нет, это были какие-то там не ФСБшники, да. Ну, бред просто, да. Возбуждается дело по факту терроризма, по статье терроризм, да, приготовление к терроризму. И потом человек задает вопрос, а как же вы так учения проводите и сами возбуждаете дело против самих себя, получается? Вы же учения проводите, как вы возбуждаете? Потом вывозят взрывать на полигон. Все знают, что сахар. ФСБ все знают, что это мешка сахар. Патрушев уже сказал, что это сахар. Может, он кокаин имел в виду, не знаю, его любимый. Кстати, этот человек, Патрушев, занимается перевозкой кокаина на своем личном самолете. Ну, или служебном самолете. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения. Получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь 2 суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение. Почему получилась такая задержка во времени? Точно, я так понял. Так вы поймите, что... Поймите. Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений... Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки. Предоставьте эту машину. Где они?
По поводу я расскажу, где этих людей, конечно, им не предоставили, тех задержанных. И Патрушев сказал, они очень надеялись, что те смогут уйти. Тем более номер, по которому звонили те террористы в городе Рязани, которые скрылись с места именно закладки бомбы и находились на конспиративной квартире. Они звонили в Москву на конспиративную квартиру по номеру, служебному номеру центрального аппарата ФСБ. Так вот, после только того, как их задержали, Патрушев заявил, что это сахар. 2 суток все думали, боевая тревога, ищем там чеченских террористов там, и так далее, и так далее. И вот тут он говорит, где эта машина, вот мужчина задал вопрос. Так вот, машина, на которой Патрушев и ФСБ России проводили учения, числилась в угоне. И была найдена в Подмосковье, городе Коломне. Возникает вопрос, неужели у такой богатой организации, как ФСБ, не нашлось неугнанной машины, чтобы доехать на учение? Может, и бензин ворованный у них был в этой машине, что так все так плохо? Я хочу вам ответить, что повторить то, что я уже говорил. В результате, вернее, по необходимости его использования в учениях, мы задействуем все силы и средства. Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет оно эти дела и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, присутствующим здесь. Скажите, вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Нет, нам не показалось это учение. Тогда вам не показалось, что это учение? Учения такие. Нет, тогда нет. А это гражданин Картофельников был, вот этот усатый. Это были не учения. Нет. Говорить об учениях невозможно, товарищи, потому что если учения, проводятся, час, 1,5, 2, может быть, правда, над людьми гражданскими никто не давал права, и им, как Патрушев сказал, что он проводил учения над нами, за этого надо его, конечно, не знаю. Ладно, пережили мы эту ночь. Но когда господин Патрушев объявил, что это были учения, больнее стало 100 крат. Больнее стало. Слышите, что она говорит? Она говорит, что когда она узнала, что их хотели взорвать, если перевести, сейчас она продолжит свой разговор и будет ясно. Когда она узнала, что ее хотят убить ее русские люди, а не чеченцы, с которых уже террорист, она уже привыкла, чужие, воюем и так далее. Во 100 крат стало. Вот только ей, мне кажется, стало тяжелее во 100 крат. А Миловым, Миловым или как их там, никак не стало ничего. И имея такой большой ресурс, как 2 миллиона подписчиков, Навальный не говорил про эти взрывы домов. Навальный, ты где? Давай говорить про взрывы. Твоих же граждан убили. Или тебе нельзя об этом говорить? Как это так? Наши родные люди над нами издевались в течение 2 суток. Почти 2 суток сравнялось, когда объявили, что это было учение. Ну ладно, там Чечня, какие-то террористы. А это свои люди, наши сограждане. И нас терроризировали. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет. А почему? Не верю, потому что все было очень правдоподобно. И жители Рязани, и многих других городов, очень многие, не верят во всю эту историю, понимаете? И я тоже сижу, прослушался, и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывают ФСБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете сколько? И то, что здесь рассказывают солидные люди, генералы, про эти учения, вы понимаете, уши вянут, слушай. Бегают глазки, нервничают. Они на самом деле тогда были на грани. На самом деле их можно было добить тогда. Но не хватило духа
и вот их добить, их привлечь, начать разбирательство. Не вышло 1 миллион россиян на улице, на площади, не сказали: вы что, господа, совсем с дуба рухнули. Шла война уже, когда эта передача снималась, уже усиленно, уже геноцид творился, просто одно преступление закрыли еще большим преступлением. Но мы этого не забыли. И то самое большое кровавое преступление, которое совершено путинским, новой Россией, так называемой новой Российской Федерацией, новейшей истории совершенной, оно намного больше, чем даже взять все другие преступления, путинское, ельцинское, вот это, Камарили. Их все вместе объединить, столько жертв нет. Среди всех жертв в Украине, в Сирии, в которых тоже огромное количество, десятки тысяч убитых людей, в Грузии, в Нагорном Карабахе, в Приднестровье. Вот это все, если объединить, не погибло 300 тысяч. Из миллиона, причем, заметьте, эти 300 тысяч мы похоронили. И мы не забудем, ни Патрушеву не забудем, ни Путину не забудем, ни их потомкам не забудем, которые обогатились на нашей крови, грабя свой народ, отвлекая, давая вот этому опьяненному чеченской кровью, да, русскому народу, давая чеченских младенцев, женщин и детей, стариков скармливая этому русскому народу, грабили этот русский народ. И русские молчали. Ну, пускай дальше молчат, но мы не будем. Скажите, пожалуйста, если, как вы утверждаете, Владимир Путин и в самом деле чекист, повинный в массовой гибели людей, означает ли это, что на него нельзя полагаться и в том, что он сдержит свои обещания по ключевым вопросам нашей национальной безопасности? Вот, смотрите, по ключевым вопросам, означает ли в зале суда к Дэвиду Саттеру задается вопрос. Здесь очень много таких интересных моментов уже по прошествию времени, которые можно рассматривать и обсуждать уже как бы с точки зрения эксперта. Да? Тогда ты так не думаешь, конечно. Но сейчас, когда ты уже видишь, что уже все-таки Владимир Путин очень такой правильный вопрос задает. С точки зрения, если он убивает своих граждан, есть ли надежность в этом, то, что Путин будет соблюдать по отношению к нам? Вот эти договоренности, которые есть по ключевым, там, по важным вопросам. Как мы выяснили, Дэвид Саттер скажет, да, есть такие примеры, и что, как бы, убивая свой народ, не обязательно нарушать по отношению к другим государствам, народам данные обещания и там договоренности. Но он тут тоже подчеркивает, говорит, что они беспокоятся о своей безопасности. И когда Путин, Патрушев, они достаточно сильно окрепли и посчитали, что уже нет необходимости выполнять договоренность перед американцами, которые уже, у них там агентура была, они уже планировали своего этого Трампа ввели. Здесь в Германии есть огромное количество агентуры. И тот кокаин, которым приторговывает Патрушев, да, те деньги, которые зарабатываются на этом кокаине, они идут на подкуп разных чиновников, на проведение разных там спецмероприятий, ну и так далее, и так далее. Неучтенные деньги в Европе, это сотни миллионов евро, здесь тут в Европе, если не миллиарды, то, конечно же, можно много политиков купить, в том числе в этой же Германии, не говоря уже там более бедных странах, да. И вот очень хороший вопрос. И не выдержал, не сдержали они свое обещание, русские, вот эти во власти, которые. Как только они окрепли, они подумали, у нас есть кадры решают все, как говорил Сталин, да, есть кадры для того, чтобы вести гибридную войну против Грузии. Попробовали, нормально, никто не обижает, нормально. Ведь Чеченская республика, она же тоже была независимой, суверенной. Да, она не была признана ООНом и там многими странами, но она была признана там той же Грузией, например. И
для того, чтобы мы были государством, не обязательно, чтобы кто-то нас признавал. Были юридические процедуры, которые все было учтено, и безоговорочно мы являлись независимым государством. Ну, Запад закрыл на это глаза, сказал, ну ладно, это там чеченцы, ну не стоят чеченцы того, чтобы мы с Россией ссорились. Потом Грузия, где у Америки были уже интересы, там уже много каких дел делалось. И это схавали, как говорится. Но почему тогда дальше не? Кадры есть, убивать они научились. Ну давайте тогда пойдем дальше. И напали на Украину. И вот тут еле там, как говорится, душа в теле, еле-еле, с горем пополам развернулась эта большая махина, этот большой лайнер, западная цивилизация, в первую очередь Америка, и начали давать отпор. Насколько он достойный, покажет время. Но отпор начали давать, и уже необратимые последствия приобретает. Но Россия попробовала переиграть, до того им Бог забрал разум, Путину и Патрушеву. И осторожность забрал. Они внедрили своего там человека, Трампа, Флина, кто у них там был. И попробовали дальше развивать свой успех. Но, увы и ах, всему приходит конец. И Россия будет разорена. Россия будет полностью разорена. И когда уже русские попросят гуманитарную помощь, вот тогда американцы выставят свои требования. Американцы много государств и режимов, которые проявляли строптивость и несоблюдение своих договоренностей и несоблюдение прав человека, наказывали. И много тиранов они привлекли к ответственности. И в этом и есть величие и державы американской, что они вот в этом историческом промежутке времени, и еще, наверное, ближайшие 100 лет, будут вот такой же самой великой державой. Ну, давайте не будем отвлекаться от фильма. А то много чего. Совершенно не означает. Многим другим палачам своих народов это никак не мешало соблюдать свои обязательства по отношению к нам. Но что касается массовых убийств, мне многие говорили, что вы же это не доказали, то есть вы не можете это доказать. А я отвечаю, это небольшая натяжка. Небольшая натяжка священной англосаксонской доктрины о презумпции невиновности. Презумпция невиновности существует для того, чтобы защищать личность от правительства. Она не распространяется на само правительство, которое подозревают в совершении преступлений против своего собственного народа. В России существует правительство определенного типа, правительство КГБ, ФСБ. Это правительство готово позволить какую-то степень свободы в своих собственных интересах, но только пока ему самому ничего не угрожает, пока его власти ничего не угрожает. Однако оно не гнушается и провокациями, если они помогают укрепить власть. И, несомненно, может прибегнуть к любым мерам, если возникнет угроза его власти. Что, между прочим, может эту власть и пошатнуть. И это чревато для нас серьезными проблемами, поскольку нам в этой огромной стране нужна стабильность. У нас есть практические соображения в пользу сотрудничества с Россией. Но дело в том, что страна не может существовать без нравственных ориентиров. Эти нравственные ориентиры – ключ и к ее, и к нашему будущему, поскольку Россия – государство слишком важное, слишком влиятельное, и нельзя допустить, чтобы оно потеряло всякую мораль с нашего попустительства. И их проблема может в любой момент стать нашей проблемой. Спасибо, что пришли. Хочется, чтобы виновники были найдены. Очень хочется. Мы не просто какие-то куклы, которые можно так играть в войну. Да, мы не куклы, мы люди, у которых есть права, и которые мы обязательно должны для того, чтобы передавать следующим поколениям, делать так, чтобы наши права соблюдались. Ну, хотелось бы, знаете, что сказать, одну вещь сказать. Все дома, которые мы говорили об этом, да, я говорил об этом, писал,
Первый взрыв, связанный с взрывом в Дагестане, домом в Дагестане, был связан с тем, чтобы связать спасательную операцию Шамиля Басаева, которую он провел в Дагестане по деблокированию женщин, детей, стариков, мирных граждан, которые заблокировали русские и планомерно собирались их уничтожать. И для того, чтобы связать Басаева и объявить его нападение, да, и что вот чеченцы напали на Дагестан, там, почему-то говорят Дагестан, это знаете почему говорят? Потому что не сказать про Россию, если скажешь про Россию, то будет смешно звучать, поэтому говорят, чеченцы напали на Дагестан, понимаете, поэтому говорят. Но Дагестан это Россия, и нападать на Россию это глупо. В группе из нескольких сот человек напасть на самую большую ядерную державу мира, одну из самую большую страну и ядерную страну, да, напасть. Как минимум это глупо. Третий взрывы, которые произошли вот в Печатниках и на Каширке, это для того, чтобы запугать русских, народ русский. Третий дом взорван был в Волгодонске. Это мы опять же говорили, это Ростовская атомная электростанция, которая находится ближе всего, одна из самых или самая близкая к Европе, к Западу находится. Для того, чтобы запугать Запад, сказать, смотрите, если мы сейчас их не остановим, этих чеченских террористов, или террористских чеченцев, не знаю уже, как правильно, то вам будет угроза, да, это катастрофа, это и так далее. Хотя катастрофа от коронавируса началась сейчас, а не от того, что чеченцы взорвали какую-то атомную электростанцию. Страхи оказались мнимыми и лживыми. И пятый дом, последняя попытка, неудачная попытка взрыва дома, это в Рязани, где больше всего находится военнослужащих, военных училищ в Рязани, в Рязанской области находятся. И это люди, те, которые должны были топить чеченцев в крови. Все было посчитано, рассчитано. Но здесь очень важный момент. Эти террористы, как выбирались дома, эти террористы взорвали военных в Буйнакске, семьи военных жили, дом, который был взорван. 2 в Москве, в самых неблагополучных районах Москвы. И именно дома самые дешевые квартиры, где находились. Это говорит о том, что там бедные люди жили, да, не очень богатые люди. И в Печатниках бедный дом, и в Каширке был бедный дом. То же самое было в Волгодонске, и в Рязани должен быть взорваться, вы тоже видели, это такой очень-очень респектабельный дом. Возникает вопрос, если вы хотите нанести врагу урон, то зачем убивать самых бедных? А это потому, что самые бедные это те, которые, во-первых, их большинство в России, и каждый подумает, это могло коснуться меня. Потому что если взорвут богатый дом какой-нибудь, подгонят грузовик, да, ведь в Волгодонске и в Буйнакске 2 дома были взорваны при помощи грузовиков за взрывчаткой. Не в подвале была взрывчатка, как в Москве в 2 случаях, а загружался грузовик, подгонялся к дому и просто нажималась кнопка и взрывался дом. Вот для того, чтобы не подумали другие граждане России, чтобы не сказали, что вот смотрите, они взрывают богатых дома, ничего страшного. Ведь именно после Буйнакского взрыва дома русские говорили, я свидетель этих разговоров, да пускай они там друг друга, в Дагестане идет война, тут взорвали дом с мирными гражданами, хотя это военные были, российские военные. И русские сами говорили, да горели все черные, друг друга мочат, чем больше замочат, тем лучше. Вот такой был разговор среди русских. Поэтому пришлось взрывать своих. Так что, что я хотел сказать, вот я вам небольшой отрывок просто покажу вот этого момента,
где как раз именно вот эту мысль, которую я вам только что озвучил, говорит этот человек. Я в это не верю пока. Но почему выбрали именно рабочий дом? Рабочий дом. Когда вот в Москве много подъездов таких, что где живут очень богатые, там, ну, всякие люди там богатые, к примеру, или это бизнесмены, военные, а именно простой дом. В принципе, если задумано, первый взрыв в любом месте могли сделать они, конечно. Подготовиться им нет ничто было. Да, именно для этого и делалось. Взрывались самые бедные. А еще можно что добавить, да, по этому поводу. Когда вы убиваете, не дай бог, конечно, ну, бедных людей, да, эти люди чаще всего малообразованные и не умеют защищать свои права. И так как они бедные, они финансово не могут привлечь, финансово не могут начать правильно защищать свои права, да, нанимая там каких-нибудь дорогих адвокатов и так далее. А богатые могут себе это позволить. И в первую очередь страдают бедные люди. Ну, давайте дальше перейдем. Тоже небольшой вот этот, покажу вам подругу мамы вот этих двух сестер. Это тоже в этом фильме. Ссылку на этот фильм я оставлю у себя под моим видео. Или же «Чеченский след. Рязанский сахар». Я тебя прошу, прямо под моим видео помести ссылку вот на этот фильм. И я ее потом закреплю под этим видео. И вы сможете уже полностью, спокойно, без моих комментариев посмотреть этот фильм. Кто желает. Фильм Александра Некрасова, Андрея Некрасова, извиняюсь, 2004 года. Фильм. Так вот, вот две сестры, у этих двух, вот одна из сестер, которая живет в Америке, она заходит в гости к подруге своей мамы. И эта мама, подруга этой мамы, погибшей мамы, видимо, жила в Америке. Она говорит на английском и так далее. И вот она тут вернулась. Видимо, какая-нибудь гибнявая, которая пожила в Америке, вернулась. И тут, одев такое вечернее платье в дешевой квартире с бокалом вина, она тут разглагольствует. Я просто хочу вам показать то отношение этой женщины не к чеченцам. Чеченцам понятно, да, оно у нас, вероятно, взаимно. А к подруге своей погибшей, убитой, и к ее дочери, которая к ней пришла и рассказывает. Нельзя не верить, нельзя, ну, хотя бы 100% отметать версию после рязанских учений. Не говоря уже про все остальные, что Путину это было выгодно, что они там КГБшники, способные на все и так далее. Не говоря обо всем этом, просто она даже не дает ни малейшего усомниться повода, что взрывали не КГБшники, она говорит. Внимание, минутку, не надо. Какая прелесть. В чем дело? Боже мой, сколько времени. Ты любишь собак? Да любит он, конечно. Хочешь посмотреть на щеночка? Предложить выпить за упокой души моего друга Любы. Царство ей небесное. Она был хороший человек. Я, честно говоря, не верю в этот вариант, что этот взрыв был организован ФСБ. Не верю. Насчет других я не знаю, но мне кажется, что довольно голословно, знаешь, как это действительно сегодня. Нет, мой дорогой, тебе нельзя это трогать. Это очень хрупкое. Нет, с часами тоже нельзя играть. Я правда занята сейчас. Обещаю перезвонить завтра.
Я, откровенно говоря, не верю, что чеченцы тут невинные жертвы. Мир на Кавказе держится только на русских штыках. Без России они бы так и резали друг другу глотки. Я русская. Кто-то должен был вернуться в Россию. Это несправедливо, что все просто сбегают. Кто-то должен вернуться. Вот и все. Это для того, чтобы вы понимали, как они к нам относятся. Эта женщина прожила, по всей видимости, в Америке. Она вроде бы имеет представление и так далее. Но говорит, что мы друг друга перерезали, понимаете? Вот за всю историю чеченского народа нету ни одной войны, где чеченцы воевали против своих соседей. Ну, если не считать того, что их там втягивали русские какие-то свои вот эти вещи. Нету ни одной там грузино-чеченской войны. Нету ни одной войны такой. Что хотя у нас там живут наши люди в Грузии, с дагестанцами мы никогда не воевали, да, за все это время. Нету такой дагестанско-чеченской войны. Есть совместные имамат Чечни и Дагестана, да, и имамат Шамиля. Ни с кем мы, с кабардинцами мы не воевали, с армянами мы не воевали, да, ни с кем мы не воевали. Но почему-то вот мир держится на русских штыках. Это мог только русский придумать такое выражение. Мир на штыках. Да? И что если они оттуда уйдут, и она этим тем самым оправдывает эти взрывы. Да, возможно, взорвали ФСБшники твою маму, он говорит, мою подругу. Но при всем при этом по-другому нельзя. Вот что вам нужно знать просто вот о России и народе. Я вот, когда Милов там написал, Милов, когда выложил вот это свое видео, где он там уже начал как-то говорить про террористов, я написал комментарий. Я говорю, вот русский народ виновен наравне, ну, что-то такое. Написал, и мне говорит, ну, кто-то пишет ответ, не русский народ, там, а банда Путина, там, и так далее, и так далее. Я говорю, ну, очень хорошо устроились, что вот вы напали на нас, убили наших женщин, детей, и теперь как бы вы ни при чем, один Путин, да, как когда-то один Сталин был виноват. А этих доносов не было, расстрелов не было, как будто все лично Сталин все делал. И говорит, да вы, чеченцы, тоже очень миролюбивые, говорит. Да вы же, чеченцы, сами не миролюбивые, говорит. Это под видео, где Милов рассказывает про взрывы домов, что организовали, он-то прямо не говорит, Милов-то тоже хвостом виляет. Но, по крайней мере, и за это я не виню, на самом деле, находясь в России, прямо говорить опасно. Но 20 лет назад Милов и его товарищи, русские и другие люди, могли прямо говорить об этом. И тогда бы Россия была бы другая, 20 лет не было потеряно, и пошли бы другим путем. И вот он мне там говорит, что вы же миролюбивый. Я говорю, ты сам понимаешь, что ты говоришь? Ты пишешь комментарий под этим видео, где говорят, что ваши спецслужбы взорвали ваших граждан, обвинили нас в этом, и напав, совершили у нас геноцид. Об этом то, что геноцид, военные преступления, преступления против человечности и акт агрессии против чеченского народа и его государства. Об этом есть заявление, поданное в Международный уголовный суд в Гааге у нас, нашим правительством. И вот возникает вот такая вот ситуация. Как же так? Как у этих людей в голове укладывается такое? Они могут говорить одно, думать, третье, ощущать там, еще что-то. Ну ладно, не будем отвлекаться, уже 1,5 часа наш стрим идет. А еще фильм осталось еще где-то минут 12.
Его нужно обсудить. Ну и, конечно, еще нужно про Патрушева пару ласковых слов сказать, напомнить про кокаин, который он перевозит и так далее. Но сейчас мы возвращаемся к фильму. Так, возвращаемся к фильму. Сейчас будет встреча. Отдуваться за КГБшников и террористов пришлось чеченскому народу в целом. И в частности, вот перед этой семьей Ахмеду Закаеву. Здравствуйте. Террорист должен предстать перед правосудием. Полная независимость и полный вывод российских государств. Сентябрь 99 года. Нет, конечно, я был в Чечне, безусловно. Вы в Чечне были? Да, Было да. ли заявление от чеченского правительства, что нет, мы этого не делаем? Как же не было? То есть оно было? Безусловно, безусловно. Потому что его не было слышно. Мы осудили этот страшный теракт. Мы призвали всех и сказали о том, что мы готовы на любое сотрудничество, чтобы дойти до истины. Это как раз-таки я и озвучивал все эти заявления, потому что это входило как раз-таки в мои компетенции. Президент сделал отдельное заявление от имени нашего руководства, а дальше мы встречались и с российскими министрами, которые приезжали в Ингушетию. Практически наше руководство занималось тем, чтобы не дать повода начать войну. Наше правительство было принято признано всеми международными, включая и российское руководство. И в этой ситуации мы понимали, начало войны, какая катастрофа ожидает для тех, кто избрал нас, скажем так. А Масхадова избрали с надеждой на то, что больше не повторится и больше не будет войны. Вы первый человек, с кем я разговариваю, из тех людей, которые пострадали вот в эти страшные дни, когда были взорваны дома. Я понимаю, человек, который переживает боль, трагедию, очень много вопросов, и как бы мы же все под Богом ходим. Мы по-разному в Него верим, но мы верим в единого Бога. Не грешите на чеченцев. Дело в том, что вот нам говорят, чеченцы взорвали мой дом. То есть это не какие-то чеченцы взорвали мой дом. Кто-то конкретно все это запланировал и сделал. Нам говорят чеченцы, чтобы размыть понятие. Да. Нам говорят чеченцы, чтобы сделать нашу боль больше, но не сконцентрировать ее на чем-то конкретном, чтобы была задача найти. Раз чеченцы, ну их же много, как же ты с каждым будешь бороться? А если знать, кто конкретно, тогда вот боль как бы концентрируется на чем-то. Тогда знаете, почему чеченцы, да? Это как раз-таки и входило в основную задачу, чтобы вот сделать это и преподнести именно чеченцы. А вот как вы сами правильно заметили, если бы это сделал бы чеченец, то, наказав одного чеченца, должно было бы все это закончиться. А наказали уничтожили 250 тысяч чеченцев. Вот эти 250 тысяч чеченцев и хотят списать на вашу личную трагедию, которую вы пережили. Но почему они выбрали наш дом? Взрывать дома в России или в Москве, особенно то время и тот период, конечно, это не было в интересах вообще никаких чеченцев, ни самых таких отмороженных, ни самых нормальных. Потому что и отмороженные понимали, если они пойдут на это, то им места в Чечне уже не будет. И нормальные не могли на это пойти, потому что нормальная жизнь на этом закончится.
Просто это исключено, чтобы там каким-то образом были задействованы чеченцы. Да, чеченцы, которые потеряли близких, родственников в результате Первой войны, если бы они шли бы на какую-то акцию возмездия, они цель избрали бы другую. Попытались бы какую-то легитимную мишень. Или же Лубянку, или же МВД, или же Генеральный штаб. Я абсолютно уверен в том, что такой реакции со стороны российского общества, которое было после взрыва домов, не было бы. Поголовно осуждать чеченцев не стали бы. Был бы раскол. А расчет именно у этих спецслужб был на то, что вот российская общественность скажет: накажите чеченцев. И поэтому и были выбраны эти дома. Когда начали подтягивать войска в Чечне, к Дагестану, общество должно было быть чем-то занято. Когда на Грозный бросали бомбы 5-тонные, когда взрывались на рынках дети, женщины, взрывались родильные дома, русские были заняты своими подвальными помещениями и строили дежурство. И их волновало только одно, чтобы им не подложили бомбу. А то, что там где-то далеко происходит убийство таких же смертных людей... Ну а где эти потери? Это все... Это вот этот бешеный зверь, нано-царь русских, рассказывает, что не было потерь. Это все выдумки, говорит. Пропаганда бандитов и террористов. Пропаганда наша. Бандитов. Считают на единицы. И причем некоторые из них просто не погибли там от бомбардировок, от тяжелых условий там скончались, еще что-то в этом роде. Погибли не от бомбардировок, а от тяжелых условий. Теперь внимание! Вот мой дедушка лежит. Дяденька! Дядя! Ваше дело слушаться дома родных и слушаться нас, ваших преподавателей. Идти нам навстречу, чтобы мы могли вывести вас в люди, чтобы нация чеченская не пропала. Мы складываем руки в молитве. Господи Боже, спасибо Тебе за наши семьи. Спасибо Тебе за наших друзей. Спасибо Тебе за наших учителей. И спасибо Тебе за пищу нашу. Аминь.
И вишенкой на торте, конечно же, всему этому является засекречивание террористического акта Басаева, чеченцев, там, Хаттаба, кого они там обвиняли, кого только они не обвиняли в этом из нас. Засекретили на 75 лет. Просто все, что вам нужно знать. Михаил Трепашкин – это адвокат, бывший КГБшник, который занимался именно расследованием этого убийства матери вот этих двух сестер. Он был осужден в разглашении гостайны и признан виновным и осужден на 4 года лишения свободы. Гостайна заключается в том, что он пытался докопаться до истины и узнать, кто же все-таки взорвал русских женщин и детей, спящих у себя же в своих домах, в своей же России. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, друзья. Мы уже, в принципе, очень много говорим, но уже 1,5 часа обычно мы уже начали выходить за рамки этих 1,5 часов. Так, Шмель говорит. Так, New Горизонт. Евгений, типичные российские повадки. Самому нагадить и свалить это на других. Да? Гилаев Хамзат на 75 лет. Да. New Горизонт. В Украине также троллейбус взорвали с людьми, как этот автобус. Да, вы помните, как только в Украине война началась, где-то вот парад какой-то идет. В Харькове, что ли, это было. Тоже был теракт, помните? Это излюбленные методы гибни. Шмель. Власти России народ одурачили телевидением, взяв в свои руки Останкинскую башню и заставили их поверить в кремлевскую лживую пропаганду. Ну и я думаю, русский народ хотел в это поверить. Вот и вся просто проблема. Нельзя было заставить поверить то, что вот Милов, например, да, не верил. Он знал, что будет теракт. Это умный человек с нормальным логическим мышлением, человек с критическим мышлением. Он не верил, что это сделали чечены. Но ему не мешало, что, несмотря на это, наблюдать, как чеченов, женщин, детей топят в крови из-за убийства его же граждан, его же соплеменников. Ему это не мешало почему-то. Так, Алекс Гаман. Что творит Запад на Украине, мы в упор не хотим видеть. Цивилизованные вы наши. Вот, пришел тут. Олег Попов. Я горжусь вами. Спасибо, Олег, если вы обо мне. Поток времени. Так, это поток времени, это и время. Так, поток времени. За время теракта в России стоят спецслужбы за всеми. Со времен НКВД эти твари убивали народ. Зачем такая организация бандитов? Пурстоп, это топ. Манисбо Амац, Аллах рейс хультхон. Амин, амин. Нисбар Амац. Стоп, геноцид, неуловимый Джо. Аслан 14-го. Что здесь потерял я? 14 ноября во Франции католик убил 2 жителей во имя Бога. И молчат, как будто ничего не случилось. Да? А вам надо верить? Чеченцы ангелы, говорит Сергей Бакалов. Ну вот, смотрите, характерный просто ватник объявился. Нам надо верить или нет? Ну, ваш русский снял, Андрей Некрасов снял фильм. Я только комментирую этот фильм. Доказательств выше крыши. Речь идет, и он пишет, речь идет о взрывах вашими спецслужбами, вашим президентом,
вот вашей всей этой верхушкой. И он мне пишет, что чеченцы ангелы, говорит. Ангелов нет на земле, понимаешь? Ну, по крайней мере, как мы видим, что они вот среди людей народами именуются. Вообще никого на земле ангелов нет. А ты животное, потому что ты заслуживаешь такого к себе отношения, понимаешь? Взрывы домов идет речь, об убийстве женщин, детей идет. И ты мне говоришь о чеченце ангелы. Ты животное просто. Ты именно то заслуживаешь, что с тобой делает вот этот бешеный зверь по кличке Путин и Патрушев. Вот эти бешеные звери, что с тобой делают, ты этого заслуживаешь. К большому сожалению, вот что мы видим. Вот та женщина, которая нам показывали ее в кадрах, подруга мамы. И вот человек такой же. Ну и Милов тоже. Ну, более умный Милов там будет более изворотливее врать. Так что вот так вот. Так, теперь хотелось бы рассказать по поводу Патрушева. Патрушев, опять же, этот преступник является человеком, который был замешан в покушении, подозревается в покушении на Скрипалей, так как Скрипаль занимался именно сбором информации о преступлениях о Патрушеве. Давайте я вам покажу небольшой, минутный буквально ролик. Евроньюз. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления в Солсбери помогал британским спецслужбам Посмотрите на этого прекрасного старца. собирать компромат на секретаря Совета Безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Об этом сам двойной агент рассказывал в интервью, которые легли в основу книги журналиста Марка Урбана о покушении на жизнь перебежчика под названием «Дело Скрипаля». Подробности приводят газеты «Гардиан» и «Нью-Йорк Таймс». В публикациях сказано, что Скрипаль радовался успехам Москвы, приветствовал аннексию Крыма, но тем не менее раскрыл коррупционную схему в российских спецслужбах, к которой якобы был причастен Патрушев. Имеет ли это прямое отношение к отравлению в Солсбери, не уточняется. Тем временем в прессе появляются новые материалы. Тут стоит напомнить, что Патрушев, конечно же, можно сказать, что Патрушев пытался спасти Россию, как и Путин, да, от развала, от злых чеченов и так далее, и так далее. Но здесь стоит напомнить, что Путин является самым богатым человеком в России и, возможно, в мире. А Патрушев владеет Россельхозбанком, его один сын является министром сельского хозяйства. И все сельское хозяйство, все обеспечение, которое выделяется государством на сельское хозяйство, проходит через Россельхозбанк, которым был директором его сын. А банк принадлежит, конечно же, Николаю Патрушеву, вот этому прекрасному старцу. Второй сын занимается нефтяной отраслью. Эти люди миллиардеры. И если бы они были бы истинными патриотами русских, и они убивали русских ради какой-то великой цели спасения, величия России, чтобы ее спасти от развала и так далее, хотя Россия бы не развалилась бы, она стала бы только сильнее, если бы Чечня ушла из нее, или если бы с Чечней были бы отличные отношения. И я бы не имел бы, например, таких как я, нас миллион еще, мы бы не были бы врагами русских, России, мы не являемся врагами русских, да, мы являемся врагами имперской фашистской России и империалистов. Мы бы были бы надежными, верными соратниками, партнерами, союзниками, да, соседями, в конце концов, хорошими. Но не захотели, потому что дело было не в этом. Нужно было захватить власть и ограбить эту страну. Именно для этого делалось. Но на кокаине, одну минутку, на кокаине Патрушев не ограничился. Патрушев привозил кокаин, но на этом не ограничился.
Патрушев также занимался подменой мочой, извиняюсь, конечно, участников Олимпийских игр, да, где тогда Россия заняла там много медалей, все подумали, какая Россия великая, проводит там в тропиках военные Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры, потом занимает такие хорошие места там и так далее, и так далее. Ну, после этого, конечно, ее лишили этой привилегии, и она уже не могла, как раньше, заниматься вот грабежом, не могла уже участвовать, извиняюсь, не заговорился, не могла участвовать уже в Олимпийских играх. Просто обращаю внимание и дальше смотрю. Но самое страшное, что творит Патрушев, это не кокаин, не подмена анализов олимпийских спортсменов. Самое страшное, что делает Николай Патрушев и его банда ФСБ, ГРУ, ему подчиняются и военные, и менты, и все остальные, и, конечно же, ФСБ. Это то, что он убивает людей. На протяжении всей своей карьеры Николай Патрушев, террорист, убивавший своих граждан, убивал людей на Кавказе, убивал в первую очередь чеченцев. И продолжает это делать. Буквально 18 ноября, то есть 12 дней назад, этот убийца людей, обвиняя разных, там есть разные, есть на самом деле террористы, там, ну как не стать после 20 лет правления вот этих людей у власти, которые пришли на терроре, как не стать после этого просто террористом, я не знаю, каратистом и кем угодно. Если у тебя другого выбора нет, если у тебя вся семья вырезана, убита там и так далее. И вот Патрушев буквально 2 недели назад опять снова сообщил, что каких-то террористов о ликвидации на территории СНГ уже, да, предлагаются усилия. Мы же все знаем, после 11 сентября 2001 года российские услуги потребовались американцам, и уже все, забыли про все американцы, и пошло-поехало. Но это уже отдельная история, которую тоже надо будет обсудить. А сейчас... Противодействие новым угрозам, прежде всего террористическим. Русские Фредди Крюгер, да, помните этот фильм «Фредди Крюгер», и сахарный Коля Патрушев, и как верно его тут назвал мой один подписчик, Леча, сказал, что Коля Потрошитель, а не Патрушев. Тоже очень верно. Сегодня обсуждали секретари Совета безопасности стран СНГ. Встреча прошла в формате видеоконференции. Только в этом году, как рассказал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, на территории Содружества ликвидированы больше 20 террористических ячеек, где в том числе занимались вербовкой боевиков и их отправкой в зарубежные лагеря. При этом экстремисты активно работают в интернете. Значительное внимание уделяется противодействию... Не будем больше обсуждать в этом сегодняшнем нашем эфире. Я сказал, как максимально, что могу вам сегодня сообщить. На этом сегодняшний наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И в заключение я бы хотел бы, и этот ролик, кусок я вырежу и помещу у себя на канале, так как это очень важно. В заключение сегодняшнего эфира я бы хотел бы рассказать о тех заседаниях судебных, которые прошли в Берлине прошлый вторник и среда, на которых по уважительной причине я был в другом суде, меня позвали, попросили приехать в другой суд, и один день я не смог посетить.
Так вот, я бы хотел рассказать о тех событиях, которые происходили на тех двух судебных заседаниях, которые прошли у нас. Одну минутку, чтобы точно сказать, 24 и 25 ноября 2020 года в Берлинском суде было 2 дня, во вторник и в среду, 2 дня заседания. На первом дне заседания были допрошены 2 молодых человека, гражданина Германии, которые видели непосредственно, как Вадим Красиков, русский террорист, который был послан, без сомнения, вот, террористами, которых мы обсуждали ранее, Патрушев, Путиным. 2 свидетелей допросили и 1 женщину, которая проживает недалеко от того места, где Вадим Красиков, убийца Зелимхана Хангашвили, обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангашвили, должен был на самокате, электросамокате, скрыться с этого места преступления. Ну, по порядку вам расскажу. Так вот, Вадим Красиков, человек на велосипеде, на большой скорости, 2 молодых человека увидели несущегося на большой скорости человека в парике, с рюкзаком, с сумкой, на большой скорости подъехал к мосту человек, спешился с велосипеда и быстренько зашел в кусты вместе с этим велосипедом. Там они услышали стуки камней непосредственно, там уже лежали камни. Я в прошлом своем обращении, сообщении, когда сообщал перед зданием суда, сообщил, что камни у него были с собой. И это была неточная информация, так как это было мое предположение. Нет, сейчас же эти 2 молодых человека, которые видели Вадима Красикова, несущегося на велосипеде к этому мосту, где он сбросил и этот велосипед, и оружие убийства, и всю одежду с себя, и бритвенную машинку, которой побрился. Там он закинул, переоделся, побрился, там была у него машинка, так как он был с бородой. Он побрился, усы были, как ранее сообщали полицейские, неправильно побриты, наспех все это делалось. Вадим Красиков зашел в кусты, вышел из этих кустов, там положил в пакеты вещь, эту же машинку он туда же положил, пистолет, который потом тоже в воду бросил. И не с моста сбрасывал эти вещи, а прямо вот спустившись у реки, или там из-под моста, там он это все сбросил в воду и также сбросил велосипед. Вышел он из кустов в шортах. Почему эти ребята, когда судья спросил, почему вы обратили внимание на этого человека, они сказали, что первое, что бросилось в глаза, это его нервное поведение. Он озирался по сторонам, несся, во-первых, на большой скорости, и после этого большую суету наводил, да, очень суетливо себя вел. И из кустов он вышел уже в шортах, в майке, и уже без бороды, и там неправильно побритыми усами, да, там, хотя усы там он оставлял. Тогда молодые люди проявили еще больше интерес, сразу позвонили в полицию. Как только вышел Красиков из кустов, он выбросил велосипед, пакеты, в которые он загрузил всю свою эту одежду. Позже ее полиция достанет из реки Шпрее. И велосипед, и тоже, что показалось для молодых людей очень странным, потому что велосипед был очень дорогой. Ну, на вид был такой добротный велосипед, и им это показалось очень странным. На ноге, на одной из коленки, не помню сейчас на какой точно, они сказали, была травма у этого Красикова. Видимо, ну, так как он был в шортах, было видно, что у него там травма на этой ноге, прям свежая рана. Именно, видимо, это в тот момент, когда он стрелял Зелимхану в спину, как и положено террористам. Он упал с велосипеда. Об этом
много свидетелей, несколько свидетелей говорили, что во время стрельбы там казалось, что взорвалась шина, и в этот момент, что вот человек упал с велосипеда, и им всем казалось, что вот лопнула шина велосипедная, и он сбил человека, ну и так далее. Это я в своих предыдущих рассказах рассказывал, как это все происходило. Затем, конечно, эти молодые люди сразу позвонили в полицию. Полиция быстро, молниеносно отреагировала. И Красиков, Вадим Красиков, замешкался. Видимо, вот это его паническое состояние. И он потерял, где он оставил свой самокат. Вот этот скутер, электросамокат. Он его прикрепил у одного из домов, у одного из подъездов на такой замочек. Да? Здесь специальные такие замки для велосипедов. Тросы и на замке. Он зашел сперва к одному подъезду, вокруг этого дома побегал, потом побежал к другому, и там он только этот свой самокат обнаружил. И попытался скрыться, и в этот момент, как только он уже садился на самокат, и тут его уже окружила полиция, сперва 3 полицейских, а потом еще 3 подоспели, и уже он был пленен, арестован. Следующий, в первый же день, во вторник, была допрошена женщина, которая видела за день до этого же человека, в таком же парике, похожего человека, который с этим самокатом кружился вокруг дома. И это мог быть он или похожий на него человек, но эта женщина обратила внимание, что у них в доме ни у кого нет вот такого вот электросамоката, и что вот этот самокат вот появился. И потом, когда уже задержали этого человека, он лежал на земле, она тоже в этот момент, это прямо перед ее домом происходило, она увидела это задержание, но уже лежал на земле человек с короткой стрижкой, не с длинными волосами. Но самокат она обратила внимание, вот это тот, который она видела за день до этого. На следующий день, в среду, были допрошены 2 эксперта, один судмедэксперт, который подтвердил, что Зелимхан Хангашвили был убит 2 выстрелами в спину. Одно попало в плечо, другое в спину, и после этого выстрел с близкого расстояния в голову. Второй эксперт рассказал о оружии. Какое это было оружие? Это именно то оружие, которое описывали предыдущие свидетели, что оно было с глушителем. Это пистолет Glock, не помню какой модификации. И в принципе вот полностью от исполнения, даже за день до уже подготовки этого преступления, следствие располагает практически свидетельскими, 100% свидетельскими показаниями по каждому метру, по которому передвигался Красиков. И люди, вот эти 2 молодых человека, которые были засекречены в суде, которые начали идти за этим человеком и вызвали быстро полицию. Эти 2 человека видели фактически его именно в той одежде, в которой видели убийцу. Десятки человек, по крайней мере 6 или 8 даже человек, да, свидетелей. И потом, как он уже преобразился в другого человека и пытался уже скрыться. Поэтому преступление раскрыто полностью. Немецкая полиция работала супер блестяще. Граждане немецкого государства, граждане Германии вели себя ответственно, как и подобает любому гражданину страны.
Спасибо полиции Германии, спасибо гражданам, тем молодым людям, которые не испугались, проявили гражданский свой долг, проследили за человеком, вызвали полицию и способствовали задержанию русского террориста, которого в настоящее время судят в федеральном суде города Берлина. Завтра состоится очередное заседание суда, завтра и послезавтра, каждый вторник и среду проходят заседания, судебные заседания по этому убийству. Приглашаю всех желающих посетить, не пропускайте, не оставайтесь безучастными. И, как говорится, все будет Ичкерия, да, Алмула. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Все будет Ичкерия.